Мне очень нравится кататься на лыжах в холодную и в теплую погоду. Скромные, но настойчивые. Эти две характеристики подходят к любому ижемскому лыжнику. На тренировках идеальная дисциплина. Даже в неравной борьбе с современными гаджетами тренеры пока ведут в счете. Они точно знают, мотивировать своих воспитанников можно только серьезными результатами. Отбор на соревнования у нас всегда проводится. И первые 5 человек всегда команда выезжает на соревнования в Стукар или Ухту. И вот этим более такая мотивация, дети начинают более заниматься, потому что хотят выехать куда-нибудь. И в город то же самое. Потому что мало кто выезжает, бывает, с деревень, дети есть такие. Сегодня юношеская сборная района – безоговорочный лидер на республиканской лыжне. В 15 отделениях занимаются 500 воспитанников. Есть даже муниципальная программа развития лыжного спорта. Только в прошлом году на поддержку своих спортсменов местный бюджет выделил больше 7 миллионов рублей. Это участие официально в республиканских и всероссийских соревнованиях, это организация проведения официальных районных соревнований, это ежегодное приобретение инвентаря, это развитие материально-технической базы, это строительство как раз новых лыжных баз, стадионов, площадок, приобретение снегоходов. И блок отдельный посвящен приобретению смазей и парафинов, что немаловажный факт дает в лыжных гонках. За последние годы удалось обновить лыжные базы практически во всех отделениях Ижемской спортшколы, даже в самых отдаленных населенных пунктах. Кстати, там, кроме лыжных гонок, развивают еще и северное многоборье. Сегодня новоселье ждут только в райцентре. Под раздевалку приспособили небольшое помещение, но здесь места хватает только для инвентаря. У нас база маленькая, нам нужна большая, потому что людей много. Не влезаем. У нас тренажеры не влезают. Есть тренажеры, просто самодельные, я в свое время сделал их. Я не могу их сюда привезти. Почему? Потому что они не влезают. Хорошие тренажеры. На ноги, на руки, штанга, и то не влезает сюда. В следующем году Ижемская спортивная школа отпразднует полувековой юбилей. И главным подарком, по словам наставников, как раз и должна стать новая база в райцентре. За это время многие вышли из этой спортивной школы. И Василий Павлович Рочев, и я там же была. Ермил Воков, который в сборной команде находится. Поэтому работа идет, тренеры работают. Ждут новую лыжную базу не только профессиональные спортсмены, но и любители. В районе, если считать, около 2000 населения занимается лыжными гонками. Не только занимается у нас в спортивной школе, но и мы проводим лыжню России. По всему району у нас везде стоят на лыжи, они проезжают. Мы видим очень часто здесь на лыжной трассе, которая проходит, сами катаются население, тоже сюда приходит. Но если вот так взять, примерно по статистике, это каждые 12 человек встает на лыжи. По предварительным подсчетам, стоимость новой лыжной базы будет не меньше 15 миллионов рублей. Понятно, что такие расходы местная казна в одиночку не потянет. А потому надеются здесь на помощь республики. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Ижемский район.